Спасибо. Слово для выступления предоставляется представителю Генеральной прокуратуры Тохтакунову Кумарбеку Кадырбековичу. Уважаемый председатель, уважаемые судьи Конституционного суда, изучив доводы заявителей Джанабекова, Мацакова, полагаем необходимым отметить следующее. Согласно требованиям статьи 292 УПК, председательствующий судья руководит судебным заседанием, принимает все предусмотренные Уголовным кодексом меры для обеспечения равноправия и состязательности сторон. Председательствующий судья обеспечивает соблюдение распорядка судебного заседания, разъясняет всем участникам судебного разбирательства их права и обязанности, порядок их осуществления. Распоряжение председательствующего судьи по организации процесса, поддержанию должного порядка в судебном заседании подлежит обязательному исполнению всеми участниками процесса и присутствующими в зале судебного заседания. При этом, согласно статье 305 УПК, все участники судебного разбирательства, а равно все присутствующие в зале судебного заседания, должны подчиняться распоряжениям председательствующего судьи с соблюдением порядка в судебном заседании. Кроме этого, также следует отметить, что в соответствии с пунктом 3 части 5 статьи 53 УПК адвокат обязан соблюдать правила профессиональной этики адвоката. Аналогичные требования к адвокату содержатся и в положениях Кодекса профессиональной деятельности. Так, согласно пункту 5 Кодекса профессиональной этики адвокатов Кыргызской Республики, участвуя в судебном процессе, адвокат обязан строго соблюдать нормы, установленные процессуальными законами, и подчиняться распоряжениям председательствующего. Соответственно, в случаях нарушения любой из сторон требований вышеотмеченных норм УПК, суд, исходя из представленных ему полномочий, вправе вынести частное определение и направить его для рассмотрения соответствующего органа. В конкретном случае судом частное определение было направлено в адвокатуру Кыргызской Республики, поскольку согласно требованиям статьи 64 Конституции Кыргызской Республики, организация и порядок деятельности адвокатуры как самоуправляемое профессиональное сообщество адвокатов, а также права, обязанности и ответственность адвокатов определяется закон Кыргызской Республики об адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности. Частью 4 статьи 8-1 вышеназванного закона установлено, что организация проверки обращений, порядок и сроки рассмотрения обращений, возбуждение или отказ в возбуждении дисциплинарного производства, процедура дисциплинарного производства, сроки ее проведения, меры дисциплинарной ответственности, порядок обжалования и иные вопросы определяются положением о комиссии по этике. При этом, согласно положению комиссии по этике, адвокатура Кыргызской Республики, утвержденное решением 3-го очередного съезда адвокатов адвокатуры Кыргызской Республики от 27 января 2024 года, комиссия по этике адвокатуры является независимым от Совета адвокатов коллегиальным органом по рассмотрению частных постановлений или обращений судов и государственных органов в отношении нарушения адвокатами требований законодательства. Важно понимать, что суть института частного определения заключается лишь в выражении судом реакции на определенные действия либо бездействия, которые, по мнению суда, нарушают порядок осуществления судом уголовного судопроизводства. А выражение реакции не может быть в природе предметом обжалования. Более того, реакция суда в виде частного определения по своему содержанию не несет для лица, в отношении которого она выражена, каких-либо уже наступающих правовых обязательств или последствий, и, соответственно, не может рассматриваться как элемент давления на адвоката или его запугивания судом. Поскольку, во-первых, согласно части 4 статьи 292 УПК, в случае возражения кем-либо из лиц, участвующих в судебном разбирательстве против действий председательства судьи, лица имеют право внести свои возражения, которые в обязательном порядке заносятся в протокол судебного заседания. Во-вторых, решение об ответственности либо об отказе в этом принимает не суд, а независимый от суда орган, в компетенцию которого входит рассмотрение поступившего частного определения суда
и который может как согласиться с выводами суда, так и оказать возбуждение дисциплинарного производства. При этом также следует отметить, что лицо, в отношении которое выносится частное определение, вправе присутствовать в заседании комиссии, приводить свои аргументы и факты, и в последующем случае несогласие с принятым решением обжаловать его в судебном порядке. Тем самым считаем, что доводы заявителей о нарушении их прав, в том числе и на судебную защиту, также являются несостоятельными. На основании изложенного Генеральная прокуратура Кыргызской Республики считает, что действующая редакция части 2 статьи 307 и статьи 417 УПК КР не противоречит статье 55, 56, 61, 64 Конституции Кыргызской Республики. Спасибо за внимание. Все, да?